выступления. Несколько слов хочется высказать. Буквально вчера было заявление нашего председателя нашей организации, позже, заявление ряда общественных, политических организаций. Сегодня высказывание. Однозначно можно квалифицировать, что это политическое преступление. Это не какое-то рядовое, бытового характера правонарушение, то есть хулиганство, совершенное с политической целью запугивания населения, причем выбраны именно такие, наверное, наименее защищенные такие категории населения, там молодая девушка, там, парень молодой. Так цинично это было сделано в масках, значит, в дневное время. То есть это наталкивает на определенные мысли. И тут явно прослеживается последовательность всех этих событий. Честно говоря, иллюзий не питаем по поводу раскрытия этого преступления. По одной простой причине. Сегодня действующий глава открытую позволяет называть себе врагами, по сути, народа Абхазии, людей, которые не согласны с его позицией. Тут кто-то решил, может быть, это личная инициатива или еще как-то, то есть, может быть, служиться кто-то хочет. Множество причин может быть. Но, скорее всего, как тут многие предполагают, и у нас, честно говоря, таких соображений, то есть это все из одного лагеря пришло. И если там, может, лично президент кто кому-то приказ не дал, это мое личное мнение, хотел бы сказать, то его риторика, тенденции, к которым он ведет, может привести к более худшим последствиям. Вообще следует отметить, что вот это разрастание, о чем Тенгур сказал, большого количества анонимных каналов. Насколько мне известно, анонимных оппозиционных телеграм-каналов не существует. Все и так далее делают это открыто, известные авторы, известные людьми они это развивают. А те, кто так сложилось, что те, кто сегодня защищает, по сути, власть, это делает анонимно. То есть, что не хватает смелости в открытую защищать действующего главу государства, что эта политика такая полезная, что ему самому приходится рассказывать, как насколько полезны эти инициативы. Вообще, ситуация, конечно, из ряда вон выходящая. Сейчас немножко юмора хотелось бы добавить, такую грустную ситуацию, когда в 2020 году Аслан Джани говорил о том, что в Абхазии начнется газификация, это что такой способ начать ее. Понимаете? То есть надо очень серьезно нам всем подумать, но, честно говоря, радует очень здоровая реакция общества. Это самое главное. Какая бы власть ни была бы, вредная, максимально вредная и полезная, общество должно всегда эту власть контролировать. Сегодня общество ставит конкретные задачи, конкретные цели, которые эта власть должна показать. Я не знаю, как они будут расследовать это дело, какие сроки и так далее, но, честно говоря, коридор времени все меньше и меньше. Поэтому те, кто, может быть, имел более серьезные задумки, нежели такая, я думаю, стоит им задуматься, к чему они придут. В конце концов, любая власть приходит и уходит, а конкретные люди, они остаются, и ответственность потом нести далеко не так просто в абхазском обществе. Спасибо.